На сцене сводный коллектив танцевального ансамбля «Күн-Мичер», детского подросткового центра и воспитанников кадетской школы-интернат. Еще раз добрый день, уважаемые гости, уважаемые дамы и господа. Сегодня мы собрались в этом прекрасном зале, и здесь находятся сегодня настоящие ценители искусств. Приветствуем всех участников и победителей на торжественной церемонии вручения номинации по итогам 2022 года «Бал юных дарований». Наступивший год принес нам удивительный, волнующий, радостный момент. Ведь 2023 год указом президента Российской Федерации объявлен годом педагога и наставника. Мы, люди, работающие в образовательной сфере, воспринимаем это как признание статуса специалистов образования в нашем обществе, о важности нашей работы. Поздравляем вас с наступившим новым 2023 годом! С годом педагога и наставника! Сегодня у нас действительно необычный день. Этот день посвящен вам, дорогие гости, уважаемые дамы и господа, лучшим учащимся, преподавателям, руководителям детских школ искусств Республики Саха-Якутия. Для каждого из вас это одно из ярких событий в жизни. Наш бал стал доброй традицией узнать имена лучших из лучших учащихся детских школ искусств в сфере культуры и искусств нашей республики. Талант – это дар. Один талантливый ребенок может сделать много. Один талантливый учитель – еще больше. Но если одна цель объединила талантливых детей и талантливых педагогов, то у такого тандема большое будущее. Мы никогда не сможем выразить словами то, как мы ценим, сколько усилий и внимания вы направили на то, чтобы сделать подрастающее поколение лучше. Мы можем только чувствовать благодарность вам, дорогие наши педагоги и наставники. Концертный марш «Привет музыкантам». Вас поздравляет духовой оркестр детской школы искусств номер 1 города Якутска, руководитель Кураева Виктория Игоревна.
Бурные аплодисменты. Перед вами духовой оркестр детской школы искусств номер 1, город Якутск. Ах, музыка, музыка. Именно в такие моменты окрыляется наша душа. Хочется жить, творить и вдохновляться. Дорогие гости, в этот замечательный праздничный день к нам пришло видеопоздравление от директора музыкальной школы имени Иоганна Себастьяна Баха, члена экспертной комиссии по вопросам развития детских школ искусств Министерства культуры Российской Федерации, главного редактора межрегионального портала для детских школ искусств «Арт-ресурс», лауреата президентской программы «Дети России», автора многих книг и методических разработок для преподавателей детских школ искусств Ирины Ефимовны Домогацкой. Просим вашего внимания на экран. Дорогие друзья, приветствую вас из далекого северного города Суздаля. Привет передаю далекому северному городу Якутску. Я вас поздравляю не только с прошедшими праздниками и с началом 2023-го, нового, очень важного для всех нас года, который получил такое напутствие, да, нашей страны, как год педагога и наставника, но еще и потому, что сегодня у вас замечательное событие. Вот не прошло и 2 недель от начала учебного года, а вы уже собираетесь, потому что вам очень важно, я понимаю, как вы будете жить этот год, как будет развиваться ваша школа, какие направления вы будете выбирать. Несколько слов совершенно вот в напутствии я вам все-таки бы сказала. Действительно, на сегодняшний момент мы все понимаем, что мы не просто детская школа искусств, мы культурный центр нашего города, поселка, Улуса, еще маленького, совсем маленького поселения, который в глубокой тайге находится. И такая большая ответственность на нас лежит. Мы становимся просто культурными центрами. Это все понимают. И все последние документы, которые ориентированы на образование, они говорят о том, что детская школа искусств сегодня это культурно-образовательный центр. А какова сегодня государственная политика? Как настроено, как обязывает нас государство в нашем деле, очень важном деле поиска и поддержки одаренных и талантливых детей? Так вот, задачи сегодня важнейшие, указанные президентом, ставятся следующие. Воспитание, духовно-нравственное воспитание молодого подрастающего поколения, а для детской школы искусств это особенно важно, что еще и средствами искусств. И вот такая ответственность, такой вектор развития, наверное, должен стать темой обсуждения вот вашей сегодняшней ответственной очень встречи. Поэтому желаю вам полноценной работы, успешного, интересного 2023 года и, конечно, только на движение к нашей важной цели. Это воспитание культурного, духовного потенциала нашей страны. И еще раз поздравляю вас и с прошедшими, и с сегодняшним праздником. Сегодня Старый Новый год. Поэтому успехов вам, радости, хороших, замечательных учеников и процветания республики и каждой детской школы искусств в отдельности. Спасибо. Спасибо. Одним из ярких событий 2022 года стало успешное участие молодежи республики в первых молодежных арктических дельфийских играх в республике Коми. Приветственное слово предоставляется руководителю нашей делегации, заместителю министра культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия Марине Владимировне Силиной. Добрый день, дорогие наши друзья,
дорогие директора школ, дорогие преподаватели. Я очень рада сегодня вас всех приветствовать, видеть на этом замечательном балу дарований. И, конечно, вот оказывается, мы немножко изменили сценарий, получилось, да? Но я с удовольствием хочу поздравить нашу республику и всех вас с победами на Дельфийских играх, на 21-х Дельфийских играх в Красноярске, а также на первых арктических играх в городе Сыктывкар. Наша республика по итогам этих игр из более 70 регионов заняла 9-е место. Это очень большая победа и очень большое достижение. И считаю, что это и ваша победа, и ваша заслуга, потому что воспитание нашего лауреата, нашего дипломанта начинается в музыкальной школе. С его знакомства с инструментом, с музыкой, с этим прекрасным миром музыки, вдохновения и творчества, где он учится любить искусство. Это самое главное. Любить свое искусство, любить свой инструмент, любить публику, любить родину, любить музыку. Это самое главное. И мы сегодня, у нас было чествование торжественное, но в силу определенных обстоятельств некоторые не смогли присутствовать на этом торжественном мероприятии. И сегодня я с большим удовольствием вручаю грамоту министра культуры Юрия Степановича Куприянова за вклад и подготовку лауреата второй степени, второй серебряной медали Александра Тумусова. Тот, кто сейчас учится в Московской консерватории и участвует во всех наших мероприятиях в Москве, Санкт-Петербурге, помогает нам уже как музыкант настоящий. Но его первый педагог был Сергей Иннокентьевич Лебедев. И мы его поздравляем с победой его ученика. Дипломом победителя в номинации «Лучший преподаватель» вручается Ларисе Иннокентьевне Габышевой, педагогу, профессору Высшей школы музыки имени Василия Афанасьевича Босикова, преподавателю Айсулу Туркибаевой, завоевавшей золото Дельфийских игр по классу скрипка. Вот, к сожалению, Ларисы Иннокентьевны тоже здесь нет, и Айсулу нет, но это наше гран-при, первое место в номинации «Скрипка». Когда-то это было давно, на первых Дельфийских играх, когда Ефросинья Ефимова стала лауреатом гран-при, и теперь мы повторили этот успех через много лет. Я надеюсь, что наш регион будет держать эту победу и будет одним из сильнейших регионов России. Вот их диплом, но просто их сейчас нет, но мы им вручаем торжественно. За плодотворное сотрудничество и за весомый вклад в развитие творческого потенциала подрастающего поколения благодарность министра культуры и духовного развития вручается Духовому оркестру детской школы искусств номер 1 городского округа город Якутск, руководитель Наталья Владимировна Дынина. Благодарность министра культуры и духовного развития вручается ансамблю флейтистов «Сиренити», детская школа искусств номер 2, городской округ, город Якутск, руководитель Вероника Михайловна Кострова. Также награждается Якутская балетная школа имени Аксинии и Натальи Посельских, директор Дария Ивановна Дмитриева. Награждается танцевальный ансамбль «Күн-мечарь» детского подросткового центра города Якутска, руководитель Вероника Владимировна Слепцова.
Благодарность министра культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия вручается танцевальному коллективу Якутской кадетской школы руководитель Анна Алексеевна Яковлева. Себя мне хотелось бы поздравить, конечно же, вас, дорогие друзья. И от себя хотелось бы сказать, что я тоже когда-то закончила детскую школу искусств номер 1, получается, сейчас она. Тогда она была номер 2. Детскую школу искусств номер 1, потом музыкальное училище, затем консерваторию. И потом я проработала 30 лет в театре оперы и балета, и сейчас работаю в Министерстве культуры. И я очень рада, что на моем пути встретились замечательные преподаватели, которые подарили мне путевку в жизнь вовремя. Вовремя меня направили, я их всех помню, и я хочу вам тоже сказать или завещать, чтобы вы обязательно в своих школах искусств помнили своих наставников, своих педагогов, первооткрывателей, тех, кто дает первый свет детям, первый свет музыки. Помните их всегда и всегда несите в сердце тепло их сердец. Спасибо. Вальс Джульетты. Вас поздравляет солистка Государственного театра оперы и балета имени Дмитрия Кононовича Сивцева Соруна Омоллона Екатерина Захарова.
Екатерина Захарова. И Дмитрия Кононовича Сивцева, Соруна Омаллона. Бурные овации. Действительно, дополнительное образование– это основа основ и очень важный рычаг в таком важном деле, как воспитание подрастающего поколения. Это основа развития культуры в Республике Саха-Якутия, фундамент системы музыкального образования, приобщение к духовным культурам, ценностям народов, населяющих нашу республику. Совместная работа министерств в сфере образования и культуры обеспечивает доступность и полноценность музыкального образования для всех детей нашей республики. Одним из ярких событий 2022 года является первый международный детский культурный форум, который прошел в городе Москва, где приняло участие более 1500 участников из 85 субъектов Российской Федерации. Нашу республику представили 7 одаренных детей, победители и дипломанты международных, всероссийских и республиканских конкурсов из разных уголков нашей республики. Внимание на экран! Давайте мы поаплодируем нашим ребятам, которые сегодня подключились к замечательному событию, к нашему балу юных дарований. И, возможно, кто-то сейчас, в данную минуту, наблюдает. И я думаю, что есть среди них и та семерка наших талантливых ребят, которые стали участниками и победителями детского культурного форума. И вот имена участников. Семенова Даяна, ученица Покровской художественной школы Хангаласского улуса. Афанасьева Владлена, ученица детской школы искусств номер 2, городской округ, город Якутск. Данилова Аина, ученица Амгинской детской школы искусств имени Анатолия Александровича Черемных. Бердашкинова Алиса, ученица детской школы искусств, город Мирный, Мирнинский район. Олисова Милена, ученица Покровской детской школы искусств Хангаласского улуса. Волков Максим, ученик Нижнекуранахской детской школы искусств Алданского района. Попов Алгыс, ученик Тюхтюрской детской школы искусств Мегино-Кангаласского улуса. Каждому из вас вручается памятная статуэтка и подарок от министра. Но мы желаем всем нашим педагогам, конечно же, в первую очередь талантливым ребятам, еще больших успехов и достижений, вдохновения и большое, огромное всем спасибо за достойное представление республики, культуры наших народов на таком престижном всероссийском мероприятии. Пусть эта поездка запомнится вам на всю жизнь и станет стимулом для развития вашего таланта. Мы передаем пламенный праздничный привет участникам форума. Вас поздравляет ансамбль флейтистов детской школы искусств номер 2 «Сиренити», руководитель Вероника Михайловна Кострова, концертмейстер Татьяна Николаевна Шипилова. Под бурные овации!
Бурные аплодисменты. Ансамбль флейтистов детской школы искусств номер 2 «Сиренити». Руководитель Вероника Михайловна Кострова. Дорогие друзья, ну а мы встречаем трио дамристов «Забавушка». Детская школа искусств номер 2. Руководитель Екатерина Сергеевна Попова. Ну что же, встретим юных музыкантов дружными аплодисментами. Браво и аплодисменты нашим талантливым и умным девочкам. Ежегодно Министерством культуры проводится мониторинг по участию в конкурсах разного уровня по направлениям: музыкальное искусство, искусство вокала, фольклор, хореографическое искусство, изобразительное искусство, декоративно-прикладное искусство, театральное искусство. В этом году выявлено 180 лучших учеников, победителей в номинации «Лучший ученик 2022 года». Все номинанты получат статуэтку «Бала юных дарований», поздравительную открытку министра культуры и духовного развития нашей республики, а также подарочный сертификат от магазина техники ДНС и сладкий подарок вместе с дипломом победителя. Вот такие замечательные призы ждут наших номинантов. На экране победители в номинации «Музыкальное искусство» и «Искусство вокала». Алданский район. Мазурок Елизавета. Крахмаль Марк. Амгинский улус. Соловьев Радивер. Булунский улус район. Волкова Софья. Бортникова Елизавета. Вилюйский улус. Молотов Артем, Васильев Царел, Максимова Алина, Бубякин Антон, Бакунова Эвелина, Семенова Анастасия. Горный улус район. Аянитов Георгий. Кобяйский улус. Максимов Андрей. Ленский район. Хамагаева Анастасия. Калмыкова Диана. Матвеева Мария. Шаляпина Татьяна. Мегина Кангаласский улус. Захарова Ванесса. Сметанина Надежда. Стручков Никита. Мирнинский район. Адарова Даяна. Кряжкова Наталья. Буринова Полина. Леготина Валерия. Байсалбаева Аина. Михайлов Николай. Момский улус. Федорова Диана, Карпов Роберт. Намский улус. Кельциев Саян. Нерюнгринский район. Семина Елизавета, Снытюк Арина,
Аверко Елена, Нестер Анфиса, Лакайчук Иванна, Звездина Дарья, Зайдулуева София, Грибчатова Анна, Гады Анастасия, Андрейцева Наталья. Нюрбинский район. Аввакумова Даяна. Алексеев Нюргун. Оленёкский улус, Васильева Саяна. Сунтарский улус. Сергеев Юрий. Тампонский улус, Комиссаров Роман, Юмшанова Наталья. Хангаласский улус. Максимов Леонид. Бродникова Марина. Чурапчинский улус, Местникова Кюнней, Макарцева Альмира. Детская школа искусств номер 1 города Якутск. Кондратьева София. Абраменко Дарья. Попова Анна. Грешилова Дарья. Савинов Джулус. Детская школа искусств номер 2 города Якутска. Махначевский Артем, Каблюк Каролина, Балаганская Софья, Колесова Камила. Высшая школа музыки Республики Саха-Якутия имени Василия Афанасьевича Босикова. Скрябина Виолетта. Устинова Саяна. Герасимова Арина. Куприянов Павел. Туркебаева Айсулу. Пестерова Лилия. Сегодня на бале юных дарований звучит поистине прекрасная музыка и голоса наших артистов. Для вас поет замечательный артист Государственного театра эстрады имени Юрия Егоровича Платонова Михаил Рожин. Кирилл Герасимов, Тюнгюхар. Встречаем бурными овациями, дорогие дамы и господа. Здравствуйте. Добрый день. Антон Бугумаст. Всех наступившим Новым годом. Как настроение? Тетерик сирии, сибекки мичиди, идиди гүлнüya, itten ниригия, угутто үрін қар, оройду үрін қар, оройду үрін қар. Қары дикти жапта, аразили сапта, Оба бүгіне, уба түтіне, ағылы, аққалы, арысты, қараңғы. Saskıyor süreni, uhtu güreni, iheri keleri, ederi tereni, güzüta, gün kar, güzüta, gün kar. Kari dikti japta, araziri sapta, Oba бүгіне, уба түтіне, дағылды, аққалы, қарысты, қараңғы. Қары дикти жапта, аразiri сапта, Оба бүгіне, уба түтіне, дағылды, аққалы, қарысты, қараңғы. Дағылды, аққалы, қарысты, қараңғы. Солист Государственного театра эстрады имени Юрия Егоровича Платонова Михаил Рожин.
Оглашаем имена победителей в номинации «Лучший ученик 2022 года по профилю «Фольклор». Давайте же поприветствуем победителей. Ерофеева Анастасия, Абыйский улус. Борисова Айсена, Амгинский улус. Федорова Карина, Верхневилюйский улус. Слепцова Аина, Верхоянский улус. Попов Сергей, Ленский район. Кугданова Аина, Ленский район. Березина Фаина, Тампонский район. Федотов Айтал, детская школа искусств номер 1, город Якутск. Дырахов Эльдар, детская школа искусств номер 2, город Якутск. Гран Григорян, скачки. Выступает ученица Попова Анна, учащаяся 6 класса отделения струнных инструментов детской школы искусств номер 1 города Якутска. Педагог Миткинова Саргалана Тельмановна, концертмейстер Волков Павел Васильевич. Давайте же встречать наших участников, талантливых юных музыкантов, дружными праздничными аплодисментами.
Анна Попова. Вот глядя на таких вот очаровательных наших детей, будущих артистов, музыкантов, мы действительно понимаем, что сегодня новогодний бал юных дарований. Ну а прежде чем мы назовем имена следующих победителей, мы еще раз передаем привет всем ребятам со всех уголков и самых отдаленных районов и городов нашей республики. Ребята, мы шлем вам привет из города Якутска и поздравляем вас с достижениями 2022 года, с вашими достижениями и достижениями ваших педагогов. Вы большие молодцы! А теперь снова просим вашего внимания на экран. Перед вами победители в номинации «Лучший ученик детской школы по профилю хореографическое искусство». Абыйский улус Старкова Нарина. Амгинский улус Решетникова Софья. Вилюйский улус Семенов Мирослав. Верхнеколымский улус Винокурова Туяра. Жиганский улус Семенова Сандара. Николаева Алгыстана. Соломонова Даяна. Федорова Калерия. Горощенко Милана. Ксенофонтова Татьяна. Оконешникова Мирослава. Спиридонова Виктория. Толмачева Олеся. Филиппова Олеся. Христофорова Виктория. Афанасьева Алгыстана. Намский улус Дьяконова Алина. Наговицына Диана. Как же это замечательно и прекрасно, что у нас в республике столько детей, увлекающихся искусствами. Нюрбинский район, Иванова Елена, Герасимов Самир, Герасимова Саина, Алюкминский улус, Фафонова Оксана, Сивцева Вероника, Мордвинова Влада, Гамзякова Анастасия, Масаренко Мария, Халурова Елизавета, Татарникова Алина, Иванова Диана, Колотушкина Полина, Александрова Екатерина, Среднеколымский улус, Григорьева Влада, Таттинский улус, Андросов Эрхан, Антипин Татислан, Аргунов Максим, Ефимова Саяна, Пусникова Дана, Протопопов Артур, Топырова Ая, Усть-Алданский улус, Павлов Павел, Хангаласский район, Никодимова Нарьяна, Фомина Карина, детская школа искусств номер 2, город Якутск, Петухова Кира, городской округ, поселок Табага, Белозерова Яна. Якутская балетная школа, колледж имени Посельских. Васильев Ян. Колодезникова Алена. Одинцов Иван. Пак Анисия. Аплодисменты нашим ребятам. Но мы продолжаем называть имена победителей. Номинация «Изобразительное искусство». Амгинский улус, Никитина Алена, Яковлева Кюннея, Вилюйский улус, Томская София, Сафронеева Любовь, Воронова Эмилия, Ленский район, Малахова Варвара, Мухина Зарина, Нестерова Татьяна, Васильева Алиса, Мирнинский район, Шестакова Анастасия, Камаев Георгий, Горохова Сахая, Осколкова Маргарита. Намский улус Румянцева Ангелина. Тарабукина Анжелика. Нюрбинский район Харитонова Саина. Иванова Иванна. Сунтарский улус Иванова Айсена. Усть-Алданский улус Аргунова Алина. Усть-Янский улус Егорова Арина. Хангаласский район Тырылгина Аина. Бортская Анастасия. Детская школа искусств имени Ким. Ларионова Аина. Городской округ город Якутск, село Хатасы. Макарова Сардана. Арктика – один из немногих уголков Земли, где природа сохранилась в первозданном виде. Это бескрайние просторы,
где могучие горы и северный ветер поют и зажигают в наших сердцах чувство красоты и прекрасного. Отрывок из балета «Щелкунчик», танец феи драже Петра Ильича Чайковского исполняет перед вами ученица Оленёкской детской школы искусств Васильева Саяна под ваши бурные овации. Бурные аплодисменты Васильева Саяна. Уважаемые гости, дорогие дамы и господа, мы продолжаем церемонию награждения и приветствия лучших из лучших. Представляем вашему вниманию победителей в номинации «Декоративно-прикладное искусство». Мегино-Кангаласский улус Алексеева Уйгуна. Нерюнгринский район Борисова Натали. Дампунский улус Гоголева Жанна. Представляем вашему вниманию победителей в номинации «Театральное искусство». Гоголева Айлына, Вилюйский улус. Другина Иванна, Верхоянский улус. Легутин Роман, Алюкминский улус. Кулинский Алексей, детская школа искусств номер 1. Для приветственного слова и вручения номинации «Лучший преподаватель» приглашается на сцену государственный советник Республики Саха-Якутия, генеральный директор Института геокультурного развития Андрей Савич Борисов. Еще раз под бурные овации. Андрей Савич Борисов, государственный советник Республики Саха-Якутия, генеральный директор Института геокультурного развития. Ну, здравствуйте, юные дарования. Я спрашиваю моих работников, я-то рассчитывал, что здесь будут сидеть, а тут не совсем юные, но для меня вы юные. Ну, во-первых, понятно, что Новый год наступил. Говорят, этот год кролика и кого еще? Татар, да. Кота, татарничествуем. И еще говорят, что год Дягагай. Вот смотрите как, каждый раз человек, народ, нация, государство всегда ищет смыслы. Даже году придает, другие смыслы, китайский смысл, в данном случае якутский смысл. Но тем не менее Новый год наступает, и те планы и замыслы, которые претворяем в эту жизнь, оно становится нашим смыслом. И в этом смысле, извините за тавтологию, вы как раз самые такие люди, которые полностью отвечают году труда. Так, вот недавно на телевидении выступает один известный деятель, и когда ему говорят, вот наступил год труда, говорят,
А он говорит, да, говорит, зарплату надо прибавить. То есть он год труда понимает только под зарплатой. Ну, вроде бы нормально, да, это же житейское дело. Но я точно знаю, что сидящие здесь учителя, педагоги, директора, наставники соответствуют году наставникам, учителя, но году труда куда больше вы подходите, потому что хорошо-то мы знаем вместе с вами о том, что если педагог, директор музыкальной школы, школы искусств не будет трудиться, не будет выпистовывать ребенка, буквально еле начинавшего музицировать, что-то нажимать на клавиши или на скрипку, без этого труда и терпения вот юных дарований быть не может. И в этом смысле вот я очень с большим пиететом, уважением отношусь к вам, потому что я знаю, что в искусстве, в культуре можно иногда и без труда за счет своего такого обаяния, таланта, харизмы или за счет медийных каких-то дел в разных видах искусств можно, конечно, прожить долго, интересно, а здесь необходим вот тот труд. Вот. И в этом смысле вот вы трудяги. Поэтому, сказав о том, что вы юные дарования, я хочу сказать, что вы не совсем юные, но очень большие трудяги. Здравствуйте. Вот. Но этот институт геокультурного развития, про который мы на короткой встрече мы с вами, я это пытался рассказать, донести до вас основную миссию, идеи нашего института. Это долго говорить, но самое главное, в самом названии есть Институт геокультурного развития. Но здесь основным ядром является, конечно же, подготовка кадров и образовательный, вот наш образовательный отдел называете, да, Изабелла Игнатьевна? Вот. Которым курирует Изабелла Игнатьевна, человек опытный, организатор. И вот к этому вы относитесь. Но тем не менее, подготовка даже с малых лет, подготовка музыканта, художника, человека, ну, приобщенного к искусству, оно не может быть только так, без смысла. Вообще же известно, что становление ребенка, становление профессионала, оно может быть совершенно неосмысленным. Ребенок растет, вы преподаете и терпением, своим трудом из него создаете этого будущего гражданина, который или музыкантом становится, художником, или кем-то еще, близким искусству, или просто уходит в жизнь, но для него остается вот это воспитание этого характера, терпение и понимание эстетики, красоты и так далее, это остается в нем. Но есть такое потрясающее выражение, которое я всегда неустанно повторяю, это называется так, Лао Цзи, такой философ китайский, он сказал так, удивительную фразу: «В незнании незыблемого зло бессмысленного становления». То есть получается так, если вот дети, и может быть даже педагог, не знает самые главные законы там, гармонии, незыблемого, он не преподал, не донес, не довоспитал главные постулаты этой профессии, этого направления, этого воспитания, то становление его становится, бессмысленное становление может привести даже зло. Поэтому возникает самый главный аспект нашей профессии, нашего, вашего труда – это воспитание. И, соответственно, Институт геокультурного развития придает очень большой смысл этому направлению. И мы вот уверены, что потихоньку вместе с вами мы начнем это и продолжим это удивительное главное дело. Ну и в завершение вот я хотел в этот год труда, год наставника-учителя, сказать вам о том, что есть поручение, послание главы республики, где он дал задание такое, и нашему институту, всей культуре, нам всем вместе с нами, он дал такое задание. На основании указа президента России есть такой указ, который гласит так, о том, что мы разобрались
духовно-нравственных ценностях сегодняшних, наших. Вот, и мы должны подготовить программу правительства, внести на правительство эту программу. Программу должны внести в начале марта. То есть у нас остается всего ничего. Да? Вы посмотрите, пожалуйста. Вы говорили про это? Нет? Говорили? Нет? Еще нет? Значит, вы посмотрите этот указ президента России, посмотрите послание главы. И это очень хорошая возможность в этой программе включить наши чаяния. Поскольку кто, как не вы, воспитываем вы как раз духовно-нравственные ценности. Поэтому участвуйте в этой работе, внесите предложения. В институт наш, у нас занимается отдел, Андрей Николаевич занимается, да? Кто? Да, Максимилиан Андреевич Захаров, он отдел, но институт весь занимается этим. Вносите свои предложения, посмотрите, подумайте, давайте вместе трудиться над этой программой. Еще раз вас поздравляю с наступившим Новым годом и тем, что вы сможете в этом году воспользоваться теми указами, поручениями, которые идут от руководства страны и руководства республики. В номинации «Лучший преподаватель» награждаются Иванна Михайловна Винокурова, преподаватель детской школы искусств Абыйский улус. Евдокия Семеновна Карманова, преподаватель детской школы искусств номер 2, городской округ, город Якутск. Виктория Георгиевна Григорьева, преподаватель Амгинской детской школы искусств имени Черемных, Амгинский улус. Снежана Анатольевна Марченко, преподаватель детской хоровой школы Соловушка, город Нерюнгри. Также награждается Нелли Викторовна Осуховская. Награждается Неля Викторовна Осуховская, преподаватель детской школы искусств, город Мирный. Виктория Георгиевна Григорьева, преподаватель Амгинской детской школы искусств имени Черемных, Амгинский улус. Награждается Иванна Михайловна Винокурова, преподаватель детской школы искусств Абыйский улус. Всех награжденных приглашаем на общее фотографирование. Я буду, если не скажу, чтобы мы все хором крылатую фразу якутскую не сказали. Да. Я привык к этому. Но здесь слишком тепло так, да. Как-то вы такие тепле, такие чуть, такие, да, да. Поэтому, чтобы разбудиться вместе с вами, я предлагаю вот так. Значит, труженикам музыкальной, художественной культуры, преподавателям, наставникам от имени всех деятелей культуры и искусства приготовились. Уруй! Уруй!
Уруй! Ну, спасибо, сейчас можно. На нашей сцене волшебные новогодние снежинки. Перед вами выступает образцовый ансамбль «Бриллианты Якутии», руководители, заслуженные артисты Российской Федерации и Республики Саха-Якутия Зоя Михайловна Соловьева и Афанасий Афанасьевич Соловьев. Встречайте! Я Чингисхан, якутский повелитель холода, желаю вам счастья, мира и добра. Айнатхан аймақтара, айхан сиеттерары Аллахан тураңғы, тулқадыйба толгыйба жол баран өтуансан, умулубап уотот тонуғын бұронун артан, үй сүйету қары үйілігіті күсі тұрдын, Hargı calı halalının, uruy tusku ulatın, ayar artık arılının. С Новым годом, с новым счастьем! Ваши аплодисменты образцовому ансамблю «Бриллианты Якутии» и хранителю холодов Якутии Чингисхану. Вот и подошел к концу наш праздничный вечер. Бал юных дарований, посвященный к открытию году педагога и наставника.
Поздравляем всех вас с наступившим новым 2023 годом! Желаем много счастья, радости, улыбок, творческого вдохновения. Пусть каждый месяц, день и час Нового года принесут вам доброе и хорошее. Мы очень надеемся и уверены в том, что ваш пытливый ум, талант и самоотверженность будут определять лик нашей республики. Желаем вам здоровья, успехов и процветания. И, конечно же, надеемся, что уже в будущем году у нас на нашем балу юных дарований прозвучат новые имена. Спасибо вам, дорогие гости, уважаемые дамы и господа. А мы не прощаемся с вами, а говорим До новых встреч! Ну а сейчас, уважаемые гости, приглашаем всех на общее памятное фотографирование. С Новым годом! С балом юных дарований! Приглашаем всех! На общее фотографирование, которое состоится в холле на 2-м этаже. Просим всех! Так, организатор, пожалуйста, на сцену поднимаемся.